В эфире передача «Криминальный Якутск», я ее ведущий Айсен Николаев. Сегодня в выпуске. Дитя сухого закона. Полицией задержан предприимчивый мужчина, торгующий с колес. Обещал лимузин и сауну, а привел в отдел полиции. В Якутске группа молодых людей не смогла оплатить счет в ночном клубе. Маша, пожалуйста, позови администратора, поштови, пожалуйста. Пришел, увидел и унес. В центре города мужчина утащил с собой терминал для оплаты услуг сотовой связи. Итак, начнем с криминальной хроники. 6 мая на лодочной станции за незаконную торговлю спиртными напитками из автомобиля сотрудниками полиции задержан мужчина. В ходе оперативно-профилактических мероприятий столичными участковыми на 202 микрорайоне был задержан безработный молодой человек. Мужчина занимался реализацией алкогольной продукции по заказу клиентов. Сбор заказов на доставку задержанный проводил через интернет. Так называемый бутлегер был доставлен в пункт полиции, где пояснил, что занимался реализацией спиртных напитков на своей автомашине по причине нехватки денег. По данному факту составлен административный протокол. Отметим, что ранее данное лицо по аналогичному правонарушению уже привлекалось к административной ответственности. Вечером 10 мая в одном из увеселительных заведений города Якутска сработала кнопка тревожного вызова. На место незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. В вестибюле ночного клуба находилась группа изрядно выпивших молодых людей. Со слов администрации заведения, они отказались платить по счету и стали вести себя вызывающе, не реагируя на стражей порядка. Пьяная молодежь принялась угрожать сотрудникам полиции. На каком основании, скажите? Статью говорите мне. Маша, пожалуйста, позови администратора, поштови, пожалуйста. После долгого разбирательства сотрудники полиции доставили дебоширов в отдел. По факту происшествия составлены административные протоколы. Пришел, увидел и унес. 11 мая в центре города в магазине по улице Ярославского мужчина утащил с собой терминал для оплаты услуг сотовой связи. В ночь с 10 на 11 мая в круглосуточный магазин вошел мужчина. Воспользовавшись тем, что продавец находилась за прилавком, злоумышленник поднял незакрепленный терминал и унес его. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Любую имеющуюся информацию можете предоставить по телефону 45 46 83. В городе Якутске 6 мая состоялась военно-патриотическая игра «Снежный барс», в которой приняли участие подопечные сотрудников по делам несовершеннолетних столичной полиции, а также воспитанники детского дома «Берегиня». Данное мероприятие было организовано Межмуниципальным управлением МВД России Якутска, а также детским домом «Берегиня». Всего приняли участие 6 команд, в каждой из которых было по 10 человек. Все они очень активны, показывают очень неплохие результаты. Дети воспитаны в правильном духе военно-патриотического воспитания. Они являются хорошим продолжением наших поколений. Перед началом военизированных состязаний для ребят с сотрудниками ОМОН была организована выставка оружия, где все желающие могли подержать в руках экспонаты и задать интересующие вопросы. Соревнования прошли по нескольким этапам. Состязания на проверку знаний и умений в медицине. Ребятам нужно было ответить на теоретические вопросы, а также продемонстрировать свои навыки при оказании первой помощи. Разборка и сборка автомата. Для многих из ребят стало одним из самых интересных состязаний. Девочки наравне с молодыми людьми показывали отличные результаты в обращении с оружием. Также участники показали свою физическую подготовку, умение завязывания различных узлов. Также прошла военизированная эстафета, включающая в себя стрельбу из пистолета, челночный бег и бег в противогазе. Каждая из команд представила свою визитную карточку с членом жюри. Все участники с большим интересом приняли участие в военно-патриотических играх «Снежный барс». Какая эстафета именно тебе понравилась больше всего? Разбор и сбор автомата. Военизированная эстафета, по моему мнению, нормальная. И разборка-сборка. А тебе? Мне больше всего понравилась общая физическая подготовка и санитарный пост. Это разбирание автомата и ОВП.
По итогам соревнований первое почетное место заняла команда Сайсарского округа, второе место команда Мархи и третье место команда Строительного округа. Благодарность за победу В наших сердцах! За 4 месяца на столичных дорогах зарегистрировано 131 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 7 человек погибли и 160 получили различные травмы. Самыми распространенными причинами автоаварии являются выезд на полосу встречного движения, несоблюдение безопасной скорости и дистанции, нарушение требований сигналов светофора, а также несоблюдение очередности проезда. 4 мая в 11 часов на пересечении улицы Дзержинского и Кальвица произошло столкновение транспортных средств, в результате которого 2 человека были травмированы. Предварительно установлено, что 31-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Vitz, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу автомобилю Toyota Crown, который двигался во встречном направлении. В результате произошло столкновение 2 автомашин. Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи зафиксировали у 2 пассажиров различные ушибы. Сами водители травм не получили. Проведенное метасвидетельствование не выявило у автомобилистов факта употребления алкогольных напитков. По факту автоаварии проводится административное расследование. С края полосы в сторону Кальвицу поворачивала она. И не ждала. Я ехал, и она прям нагло, короче, выехала. Дзержинского на Кальвицу. Дзержинского на Кальвице заворачивали, да? Сигнал светофора у вас какой горел? Зеленый горел? Заметили, нет впереди идущую машину-то? Нет, потому что передо мной 2 машины. Перед вами еще 2 машины стояло, да? Они, получается, проехали, да. И вы за ними хотели проехать, да? Автомобилисты, выполняя любой маневр на дороге, должны помнить, что от их действий зависит безопасность многих участников дорожного движения. Маневр левого поворота является одним из самых сложных и требует особой осторожности и внимательности даже для опытных водителей. 10 мая в госавтоинспекцию поступила информация о наезде на пешехода на перекрестке проспекта Ленина и улицы Курашова. Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомашины Toyota Vitz при повороте налево совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП маленький пешеход был госпитализирован с серьезными травмами головы. Водитель Toyota был трезв, что показало освидетельствование у врача-нарколога. Стоял на перекрестке, пропускал пешеходов, ехал со стороны Курашова, со стороны областной больницы, поворачивал на улицу проспект Ленина. При повороте налево я пропускал все пешеходов. Практически, когда все пешеходы прошли, из-под ланкруза справа, который стоял, выскочил мальчик, перевернулся через мой капот и упал. Я в последний момент нажал на тормоза, выскочил из машины и помог мальчику встать и посадил в машину. Водителям транспортных средств следует быть максимально внимательными и аккуратными, приближаясь к пешеходным переходам. Очень скоро в школах заканчивается учебный год, и у школьников начнутся самые продолжительные в году летние каникулы. Традиционно с середины мая до середины июня ГИБДД проведет профилактическую операцию «Внимание, дети» и уделит особое внимание маленьким пешеходам, пассажирам и велосипедистам. В школах инспекторы ГИБДД проведут классные часы, но наряду с работой госавтоинспекции не менее важны профилактические беседы с родителями. Напомните маленьким участникам дорожного движения о правилах и важности их соблюдения. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.